Посол Канады в ООН призвал Совет ООН по правам человека провести расследование геноцида и преследований, совершаемых Китаем в отношении уйгуров. Об этом Боб Рэй сообщил во время интервью канадской медиакомпании SBC. Несомненно, действия Китая имеют аспекты, которые соответствуют определению геноцида, закрепленной в Конвенции ООН о преступлениях против человечества. Нам необходимо собрать все имеющиеся доказательства и провести независимое расследование, подчеркнул Боб Рэй. В прошлом месяце Комитет по правам человека при Палате представителей канадского парламента опубликовал отчет, в котором говорится, что действия Китая против уйгуров и других мусульман, массовые аресты, принудительный труд и тотальный контроль соответствуют определению геноцида. Председатель уйгурского движения Рошан Аббас призвала международное сообщество признать репрессивную политику Китая в отношении уйгуров геноцидом. Об этом Аббас заявила в ходе пресс-конференции, которая прошла 13 ноября в столице Турции. Рошан Аббас отметила, что миллионы уйгуров содержатся в концентрационных лагерях и вынуждены работать на фабриках принудительного труда. Отвечая на вопросы турецкого журналиста, она сказала, что надеется на то, что международное сообщество все же решится защищать справедливость, отказавшись от импорта китайских товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Рошан Аббас осудила политику Китая в отношении уйгуров и сообщила, что Китай оказывает давление на ее родных. Ее старшая сестра доктор Гульшан Аббас была задержана в мае 2018 года. По всему миру проходят акции в честь восточно-туркестанских республик, основанных в 1933 и 1944 годах. 12 ноября уйгурские активисты провели праздничные мероприятия на площади Дам, на которой с июля 2018 года проводит одиночные акции протеста Абдурахим Гани Уйгур. Мероприятия, посвященные памяти двух республик, прошли также в Казахстане и Кыргызстане. Китай, несмотря на торговый конфликт с США, заключил с 14 странами Азиатско-Тихоокеанского региона крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле. После переговоров, длившихся 8 лет, соответствующий документ был подписан в воскресенье 15 ноября по итогам виртуального саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в столице Вьетнама Ханой. На долю участников соглашения Всестороннее региональное экономическое партнерство приходит почти треть мировой экономики – 29%. Это чуть меньше, чем доля Евросоюза, которая составляет 33%. Но эксперты уверены, что показатель в ближайшее время вырастет. На территории стран-участниц соглашения проживают свыше 2 миллиардов человек. Договор предусматривает снижение таможенных пошлин и введение общих торговых правил, что позволит оптимизировать и каналы поставок. Соглашение распространяется на торговлю, услуги, электронную коммерцию, телекоммуникации и авторские права. Помимо Китая, второй по величине в мире экономики, во всестороннее региональное экономическое партнерство входят Вьетнам, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины, Мьянма, Бруней, Лаос и Камбоджа, а также Япония, Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия. Эксперты отмечают, что заключение соглашения в Ханое на фоне торговой войны с США – большой успех Коммунистической партии Китая. Дональд Трамп написал серию твитов, первый из которых заставил обозревателей сделать вывод о том, что он впервые фактически признал победу Джо Байдена на президентских выборах. Впрочем, уже второй и третий твиты говорят, что президент по-прежнему верит в свою победу и массовые фальсификации во время голосования и подсчета голосов. Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Наблюдатели не были допущены. Голоса заносились в таблицы частной компании Dominion, которой владеют левые радикалы, с плохой репутацией и плохим оборудованием, которое даже оказалось неподходящим для Техаса, который, я уверенно, выиграл. Фейковая, молчащая пресса и так далее, сначала написал Трамп в Твиттере. После того, как в СМИ начали появляться заголовки, в которых говорилось о фактическом признании поражения, Трамп опубликовал еще 2 сообщения. В них он развеял надежды демократов и американских СМИ на то, что президент начинает понимать, что проиграл.